Историю национального калмыцкого костюма можно разделить условно на три периода. Первый период монгольский. В это время костюм айратов практически ничем не отличался от других монголов. Длинный распашной халат, стягивающийся на правом боку, многометровый пояс, опоясывающий в несколько слоев халат. На ноги надевались массивные сапоги из толстой бычьей кожи, загнутыми наверх носками, на голове меховая грубой выделки шапка. Второй период охватывает 17-18 века, это время вхождения калмыков в семью народов России. Костюм уже претерпел некоторые изменения, его описание и даже зарисовки встречаются в сочинениях путешественников и ученых, побывавших в калмыцкой степи. Это по-прежнему халат, но уже распашной, не по правому боку, а по центру, широкий, свободно запахивающийся на груди. Путешественники называют его кафтаном, по аналогии с хорошо известной русской одеждой. В XIX веке наступает третий период. О нем мы уже знаем намного больше. В 1867 году на этнографической выставке в Москве был впервые организован специальный отдел калмыцкой одежды. А в 1902 году в Санкт-Петербурге открывается первая международная выставка исторических современных костюмов. Среди экспонатов есть и калмыцкий костюм, мужской и женский. Этот костюм экспонировался на выставке 1867 года, которая была воссоздана в нашем музее и экспонировалась в 2007 году в честь 140-летия вот той вот выставки московской в Манеже. И благодаря труду сотрудников музея, реставраторов, научных сотрудников, которые провели очень большую исследовательскую работу по атрибуции этих вещей, поскольку в описях не было подписано, что это предметы с выставки 1867 года. Их атрибутировали, идентифицировали, реставрировали. И это единственный калмыцкий костюм, который хранится у нас в собрании. Я имею в виду полный костюм. Отдельные элементы костюма, отдельные предметы костюма содержатся. Конечно, у нас есть очень неплохая коллекция костюмов и женских, и мужских, но полный костюм – это единственный. И поэтому мы всегда очень рады показать этот костюм посетителям. В одежде калмыков сохранялось историческое наследие предков воинов, живших в монгольском ханстве, но к XIX веку единственным напоминанием о родстве с потомками Чингисхана был монгольский халат, верхняя простеганная одежда, которую носили исключительно старики. Костюм же молодых людей претерпел кардинальные изменения в соответствии с новыми традициями и бытовыми условиями. В окончательном виде калмыцкий мужской костюм выглядел так. Нижняя рубаха и штаны шились из белой бязи. Поверх надевался приталенный распашной халат или кафтан-бешмет. Он имел множество сборок у пояса, рукава на плечах вшиты буфами или крупными сборками. Рукав был намного длиннее руки и кисти сужался, собираясь складками. Бешмет шили из шелка, сукна и других дорогих материй – малинового, черного, синего и белого цвета. Желтую и красную одежду носили только лица духовного звания. Хотя бешмет – слово тюркское, во внешнем облике этой одежды мы видим сильное влияние народов Северного Кавказа, особенно черкесов, с которыми калмыков связывали наиболее тесные связи, в том числе и родственные. Кафтан калмыков напоминал черкеску, хотя ряд деталей изменены. Широкие рукава черкески стали узкими, появился стоячий воротник, хотя у черкески нет ворота вообще. Вместо газырей появились имитирующие их накладные карманы, окаймленные серебряной тесьмой или позументом. Бешмет стал короче, чем халаты монгольского образца, всего лишь до колена или чуть ниже для удобства верховой езды. Орнамент мужской вышивки сознательно более сдержан в цвете. Цветной геометрический орнамент зек являлся женским оберегом, и ему не было места на мужском костюме. Зимой поверх бешмета надевали овчинные тулупы и шубы из мерлушки со стоячим воротником, армяк из верблюжьего сукна или тулуп из овчинных шкур.
Богатые калмыки отделывали армяки и тулупы мехом соболя, куницы и бобра, выдры, горностая и даже белки. Летом же носили кафтаны, сшитые из дорогой материи, а по повседневности – чапаны простого покроя. У богатых представителей народа верхнее платье было длинное, широкое и нараспашку, а под него надевался парчевый узкий полукафтан или бешмет, который непременно стягивали поясом. Выйти на люди без него считалось неприличным. Калмыцкий костюм очень отличается от традиционных костюмов монголоязычных народов. Если мужской костюм у бурят, монголов представлял собой распашной халат терлик, длинный, неотрезной, и с рукавами загнутыми обшлага в виде копыта лошади, то костюм калмыков мужской испытал очень сильное влияние северокавказских народов соседних. И вот этот вот халат монгольского покроя был заменен под влиянием этих северокавказских народов на другой костюм. Он состоит из бюшмюда. Это такая короткая одежда, которая очень похожа на северокавказскую черкеску. Шаровары с лампасами. И под бюшмюд одевалась всегда манишка. И обязательный был пояс в костюме мужском и головной убор. Что интересно, что одежда мужская никогда не должна была быть желтого или бордового цвета. И эти цвета считались цветами буддийских священнослужителей, костюмы буддийских священнослужителей. И в мужском костюме всегда преобладали темные тона. Но в то же время головной убор мог быть желтого цвета. И очень часто у калмыков головные уборы, а их более 20 типов различных головных уборов мужских и женских, они очень часто были желтого цвета. И характерной особенностью всех мужских и многих женских головных уборов была красная кисть на макушке. И эта красная кисть была символом культуры калмыков и до настоящего времени остается символом культуры калмыков. Калмыки даже себя называют краснокисточным народом. И даже на гербе Калмыкии в центре помещена красная кисть как символ калмыцкого народа. Обязательной частью костюма были головные уборы. В соответствии со временем года калмыки носили либо шапки, либо войлочные шляпы. Шапки были суконные и матерчатые, большей частью желтые, встречались и красные, с околышами из лисьего меха и мерлушки. Надевали также калмыцкий малахай, известный во всех уголках России и полюбившийся русским ямщикам. Такой головной убор в сильные морозы защищал не только голову, но лицо и уши. К головному убору калмыки относились с большим почтением. И к шапкам, и к шляпам сверху пришивалась кисть красного цвета – улан-зала. Кисти служили не только украшением, но и религиозным символом, почитаемым калмыками. Красная кисть появилась во времена правления Тогон-Тайши, издавшего в 1437 году указ об использовании в головном уборе улан-зала, чтобы отличаться от монголов. Красная кисть означала солнце и исходящие от него лучи. С тех пор калмыки сохраняют эту особенность в своей одежде и с гордостью называют себя улан золота халимгут, то есть калмыки с красной кисточкой. Любой головной убор ценился калмыками превыше всего и считался символом свободы. К нему относились очень бережно, порой даже с религиозным трепетом. С ним связано множество поверий и примет. Шапку нельзя класть где попало. Это все равно, что забыть собственную голову. Нельзя подкидывать по той же самой причине. Но хуже всего, если приснился сон, что ты потерял свой головной убор. Это очень плохой знак. В старину калмыки в таких случаях непременно шли к буддийскому священнику. Шить шапки начинали только посоветовавшись с астрологом, который, сверяясь со звездами, назначал для шитья специальный благоприятный день.
Когда головной убор был готов, его очищали огнем, произносили благопожелания и специальные молитвы, и только после того, как обряд был завершен, ее можно было надевать. Конечно, исключительная важность головных уборов послужила причиной большого их многообразия. В народном костюме более 20 видов головных уборов – женских, мужских, девичьих, летних, зимних, повседневных, праздничных. Особую форму имели головные уборы духовных лиц. Самая распространенная мужская шапка – это шапка из недельных ягнят. Она очень теплая и практичная. Пожилые калмыки носили шапку хаджилга. Она оторачивалась мехом и делалась из яркого сукна. Иногда вместо кисточки пришивали красную пуговицу, бусинку или кусочек коралла. В чем уникальность мужских головных уборов? Конечно же, мужские отличаются от женских, но есть такое, правда, общее название хаджилга. Хаджилга, к сожалению, у нас вот прямо оригинальной такой шапки, как мужской хаджилга, нет, но есть вот в экспозиции выставлены две шапки. Вот особенно вот эта вторая. Вы видите, это род хаджилги, но только не такая высокая, потому что традиционно у калмыков хаджилга имела высоту 30 сантиметров. Ну и вот эти четырехугольные, вы видите, верхушечка. Между прочим, у калмыков тут было свои особенности производства вот таких шапок. Сделанные из тонкого войлока, прошитые еще конским волосом, они были очень крепки и надежные. Вот, например, вот на этой кукле как раз вот нарисована классическая хаджилга. Ну, улан-золота понятно что, да, почему. И перед вами вот кукла, которая показывает в полном наряде калмыка-мужчина. Прошитая такая вот поперечными нитями, четырехугольной. Надо сказать, что в свое время вот эта хаджилга, она совершила фурор во всей Европе. И даже во Франции на балы мужчины носили типа нашей хаджилги, только с очень высокой, это был шик, одеть типа такую шапку. Ну и польские конфедератки, уже всем известно, что наша шапка повлияла на моду головных уборов Европы. Перед вами мужская шапка в процессе изготовления, называется она хаджилга. Вот. Ее прототип хранится в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Боюсь, что она, скорее всего, единственная. Вот. Я ее изучала в фондах и решила изготовить ее копию точно по технологии, которую я сумела снять. Вот. Данная шапочка сделана из сукна, желтого сукна. Вот. Это сукно именно приборное, то есть цвет вот этого сукна строго регламентирован. Вот. И старинный головной убор, он идентичен. Что особенного в этой шапочке? В этой шапочке содержится настоящий конский волос. Мне специально из Калмыкии прислали конские хвосты молодых жеребят, вот, которые я вшила вот внутрь этой шапочки. То есть шапочка очень жесткая, на излом она тоже очень жесткая. Вот, то есть она держит форму и защищает голову мужчины очень-очень хорошо. Вот, то есть ее сломить практически невозможно. Вот, все здесь прошито. Значит, состоит она из такого вот околыша и квадратного верха. Если околыш у нас жесткий, то верх очень мягкий. Да, те, кто делает жесткий верх, они немножко ошибаются в этом плане. То есть настоящая шапочка имеет такой очень мягкий верх. В данном случае она пока в процессе изготовления. И здесь не хватает еще кисти, которая будет сделана полностью вручную. У калмыков улан-зала, значит, кисть, она совершенно разных конструкций. Здесь эта кисть была изготовлена из бахромы. И такая бахрома, которую мне придется делать вручную. И здесь не хватает еще опушки из меха. Я буду делать опушку из натурального каракуля, но в этнографическом образце использовался искусственный мех, чем-то напоминающий каракуль.
Вот. Но так как я не смогу такой ни воссоздать, ни купить, я решила использовать именно натуральный мех. И он здесь впоследствии будет. Также подклад. В основном в старинных шапочках калмыцких совершенно обычный подклад, напоминающий мешочек. Вот, то есть подклад не повторяет форму головного убора. Здесь внутри он собирается на завязочку, и тем самым, в общем-то, на этом все заканчивается. Да, вот такой вот мешочек. Вот, практически во всех шапочках, ну, наверное, кроме таких девичек типа Камчатки или Джатак, там все-таки форму повторяет. А так в основном такая вот простая конструкция. Традиционная прическа мужчин и женщин – косы. У мужчин и девушек одна, у женщин две. Мужчины выбривали виски и оставляли одну косу. Обувь также изменилась. Теперь это были не массивные сапоги с загнутыми наверх носками, а мягкие кожаные. Зимой под них надевались шерстяные носки или сшитые из войла кочуни, а летом холщовые портянки. Сапоги были с двойным каблуком, внешним и внутренним, скрытым. Ходить без сноровки в них было неудобно, но и шили сапоги не для пеших прогулок. Жизнь калмыка проходила в седле, в походах и кочевках. Одежду дополняли украшениями. Мужчины носили серьгу в левом ухе, кольцо на безымянном пальце левой руки и браслет в качестве амулета. Считалось, что ношение серег и колец обязательно, иначе в загробном царстве Эрликна-Минхана вместо украшений на ушах и руках будут висеть змеи. Украшения делали из золота и платины, но чаще всего из серебра. Инкрустировали вставками из бирюзы, коралла, цветных и драгоценных камней. Первичное предназначение изделий из серебра было магическим. Считалось, что оно несет большую силу против злых духов, которые не в силах поднять даже самую легкую серебряную монетку. Браслеты же полагалось делать медными, поскольку считалось, что они защищают от болезни. Украшали защитными серебряными знаками также оружие, сбрую и многие другие предметы культа и быта. Очень важной частью мужского костюма был пояс, появиться без которого перед людьми было невозможно. Мужские пояса изготавливали из сыромятного ремня, на который надевали серебряные, черненные различными узорами звенья. Такие пояса часто заказывались кавказским ювелиром и назывались черкесский пояс. Предметом особой гордости были серебряные наборные пояса. Появление мужчины без пояса в общественных местах считалось неприличным. Серебряные пояса иногда покрывались позолотой. Мужские пояса были тяжелые, массивные, широкие, с пристежками для необходимых мужских принадлежностей. Как свидетельствовал Небольсин, эти принадлежности состояли из: две кожаные сумочки, одна поменьше для хранения готовых пуль, другая побольше для запасных, небольшой в ножнах ножик на длинном черенке, круглый кожаный карманчик, украшенный серебряным ободом и серебряными винтиками. В нем берегутся тряпки для чистки винтовки, рог, пороховница на длинном ремне, мерка для пороха. Кроме указанных пристегивающихся к поясу предметов, сзади за пояс закладывается коротенькая трубка, необходимая принадлежность каждого калмыка – кисет. Житецкий зафиксировал наиболее распространенные среди состоятельных людей XIX века пояса. В первую очередь это камышовый пояс, составные части которого напоминали камыш. Такой пояс состоял из нескольких отдельных пластинок, которые нанизывались или нашивались на серебряную или золотую ленту, заканчивающейся пряжкой с язычком, а на другом конце серебряная пластинка. Второй вид пояса – пояс-сундук, пряжка которого по форме напоминала сундук. Самый дорогой и особенно любимый зайсангами пояс – черкесский. Бедняки постоянно, а состоятельные люди в будни надевают простой пояс изнанки или просто кожаный. Разнообразные, часто изысканные серебряные и золотые пояса являются важной составной частью калмыцкой культуры.